На памятном мероприятии собрались друзья и коллеги Магомеда Шавкалова. Уже год, как его не стало. Начальник управления внутренней политики администрации главы региона ушел на 29-м году после продолжительной тяжелой болезни. За год до этого у него диагностировали рак. Все это время родных не покидала надежда на выздоровление сына, но судьба распорядилась иначе. Сколько в эти 30 лет, неполные 30 лет, оказывается, он сумел вместить, насколько он был работоспособный. Вообще очень трудно, очень тяжело говорить «был». По отношению к Магомеду говорить «был» очень тяжело. Хочется думать, что он есть, что вот он еще что-то успеет сделать. Выпускник юридического факультета ИНГУ еще в студенческие годы в перерывах между занятиями писал статьи для газеты «Ингушетия». Как уже позже вспоминал Магомед, именно благодаря этой практике его дальнейшая карьера сложилась так благополучно. Однако журналистом он работал недолго. Вскоре, благодаря активной гражданской позиции, Магомеда заметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Зелимхан Ювлоев. И пригласил на работу в отделении. Надежный товарищ и ответственный работник. Именно таким его сегодня вспоминают собравшиеся. Он был на одном из самых трудных участке работы республиканских органов власти. В должности начальника управления по внутренней политике администрации главы Магомед работал с 2012 года. Коллеги отмечают, ему, как никому другому, удавалось наладить тесную взаимосвязь с федеральными структурами. Отзывчивый, порядочный, настоящий друг и патриот своей родины. Почти до самого конца он трудился на благо республики. И пусть порой многие из его близких обижались, но он никогда не пользовался служебным положением в личных целях. Магомед действительно был намного моложе меня. Мой сын старше его на десяток лет. И тем не менее, вот мы в обращении, я к нему никогда не обращался как к молодому человеку, как на спине, мы его воспринимали как равного, как полного государственного мужа, как настоящего товарища, друга, на которого можно положиться. Глава республики распорядился, чтобы Магомеда отправили на лечение в Германию, а оттуда в лучшую клинику Москвы. Руководитель региона часто навещал Магомеда в больницах Москвы и Назрани. Его грела надежда, что болезнь все же отступит, и Магомед вновь займет свое место в команде. Но врачи оказались бессильны. У Магомеда остался маленький сын, которого он назвал в честь главы Юнусбеком. Возглавляя один из самых ответственных отделов администрации главы республики, он очень многое сделал для ингушского народа. Много добрых слов в адрес родителей и самого Магомеда Шавкалова звучат и сегодня. Мало таких людей, которые действительно искренне радеют за общее дело, готовы пожертвовать своим здоровьем, как это сделал Магомед, всем остальным, ради общего дела, ради того, чтобы наша республика процветала, чтобы людям жилось лучше. Он был не только молодежным активистом и надежным соратником, о Магомеде и сейчас говорят, как о душе компании и надежном плече. Память о нем в сердцах многих будет жить вечно. Хадза Добриева, Амина Бокова, Магомед Дидиков, Новости 24.